Что вас тормозит? Вас тормозит, останавливает, скорее всего, то, что вы не считаете, ну, вот не ощущаете себя человеком, которого любят. А вы хотите счастья. Если у женщины появился ребенок, то ребенок вышел на первый план, а вас как бы задвинули. Тоже есть такое. Но к вам все вернется, тут показывают. Если вы себя не ощущаете любимой, женщина не ощущает себя любимой, подумайте о том, что, может быть, и не надо оставаться в тех отношениях, где вас недолюбливают, скажем так, да, то есть любят не так, как вам нравится. Или это или решается вопрос разговором, или этот вопрос решается разговором и последующим расходом в разные стороны, потому что, ну, если вас не любят, то смысл какой? Терять время, жизнь-то одна такая. А если насчет ребенка, то у вас тоже это все прекратится после того, как ребенок подрастет. Ну, вот у каждого свое время, конечно, ну, это лет до 10, это минимум, да, надо вот пока детки такие еще вот очень нуждающиеся в опеке, а потом они уже становятся самостоятельными, ну хотя бы к 10 годам они уже, так сказать, отрываются от гиперопеки, которая им, ну, может быть, и раньше не нужна, но вот у нас как-то так принято. Поэтому здесь такое, что тормозит вас ваша вот зависимость от того, что если зависимые отношения, например, вы там с партнером постоянно там близкое общение было, там, например, могли взять телефон друг друга и прочитать все, что там есть, потому что у вас не было секретов. А сейчас чего-то изменилось. Если такая ситуация, то да, стоит подумать, если там что-то. Да нет, там ничего нет. А если все-таки отношение партнера поменялось к вам после рождения ребенка, ну это ребенок. Если партнер отдает себя всего вот ребенку, то порадуйтесь, а не огорчайтесь. Потому что таких партнеров раз-два и общался. В основном они сваливают эту святую обязанность на маму, и мама потом еще и виновата в том, что обращает больше внимания на ребенка, а не на него. Так что, если здесь обратная ситуация, следует пересмотреть свое отношение. В основном это по-другому все. Да, вам говорят, что возвращайтесь в реальность, не смотрите на реальность, на то, что ну, мир не крутится вокруг нас, да, и когда мы рожаем ребенка, то мы же понимаем, что для чего мы рожаем, да, продолжение себя, там, плод любви. Так пусть этот плод любви и купается в любви. А мама может немножко себя ущемить в этой любви, поделиться этой любовью с ребенком, да. Потому что здесь вам показывают, если вот такая ситуация, то мужчина зарабатывает деньги и очень ценит семью и все зарабатывает ради семьи. Ну и тут нет такого, что он еще у вас и пытается своими деньгами там кого-то упрекать или решать за вас, что вам носить и что не носить, что надевать, что не надевать. То есть здесь еще и вот компромисс, поэтому капризульку надо немножко усмирить хотя бы на время. Да, будет поставлена потом точка, и у вас начнется другой период, как ребенок подрастет. Если ребенка нет, то все-таки стоит свой эгоизм, да, как-то, ну не то что эгоизм, а стоит показать, что вы важны, может быть, там, замолчать многозначительно, да, там, сутки не пообщаться, потому что если человек перед вами в чем-то виноват, он осознает, что что-то идет не так. А если человек, которому, ну, не важно то, что вы там замолчали, то, что вы себя не чувствуете любимой, может, и правильно, что стоит с ним разойтись. Здесь будет шанс, да, на то, чтобы все изменилось. И выбор у вас будет, но чуть попозже. Сейчас у вас, я говорю, здесь в зависимости от того, кто какую ситуацию смотрит. Потому что здесь показывают, обмана-то нет. Обмана нет. Но есть возможность поставить точку с человеком, который вот когда еще до брака вас не ценит, например, да, когда вы себя чувствуете нелюбимой, когда еще и ничего не произошло. Поэтому, может быть, вам советуют карты поговорить, если человек все-таки не понимает сути разговора, все-таки расстаться, потому что потом уже будет гораздо сложнее это сделать.